Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность. Сура Преграды, аят 10. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи вассалама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дели салам аршахуль масана. Как мы знаем, Аллах создал небеса и землю, людей и природу. Каждый человек из созданного им народа должен есть и пить, одеваться и обуваться. Каждому из людей Аллах дал разные специальности. Некоторые люди заняты земледелием, другие — торговлей. Достаточно вспомнить жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. До своей великой миссии и после он зарабатывал себе на жизнь тем, что покупал и продавал определенные товары. Его окружение из числа знаменитых сахабов Абу Бакр, Усман ибн Аффан, Абдуррахман ибн Ауф, Абу Суфьян ибн Харб и многие другие успешно вели торговлю. Если бы Аллах запретил людям заниматься торговлей, что было бы? Вот приведем пример. Человеку, который выращивает скот, нужна одежда и обувь, а для скота нужен фураж. Если бы он не мог отдать свой скот в обмен на зерно, то ему пришлось бы силой брать у другого человека то, что ему нужно для жизни. Тогда между людьми была бы вражда, и в мире царил бы хаос, и были бы большие бедствия. Будучи мудрецом, Всевышний Аллах разрешил торговлю среди людей. Это огромная милость Аллаха, что Он разрешил людям обмениваться товарами, заниматься торговлей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах помилует того, кто мягок в продаже, покупке и судействе». Необразованный и темный человек думает, что если торговля среди людей разрешена, то, имея в кармане деньги, он может купить все, что ему нужно, и что в этом нет никакой трудности. Но по исламу шариат на стороне продавца и на стороне покупателя. Всемогущий Аллах разрешил только то, что нужно и полезно людям. Он запретил все, что приносит вред человеку, и запретил путь, который отделил бы человека от него. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дает понять о самом важном в жизни человека. Мы можем терпеть убытки от продаж и покупок. В мире вокруг нас могут происходить разные экономические катаклизмы, связанные с девальвацией, ростом цен, но верующий должен огорчаться не за эти вещи, а больше за нравственное состояние своей души. Если человек будет определенно честным, если его запомнят как порядочного, например, продавца, то рано или поздно покупатели обратно вернутся к нему и захотят иметь дело только с ним. Если мы хотим что-то купить и найдем человека, который продает нужное нам, но если мы не знаем его условия, то наше стремление купить товар будет неправильным. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: купля-продажа должна совершаться так, чтобы оба, продавец и покупатель, были довольны. Быть довольным остается только в душе, поэтому они оба не знают, доволен ли каждый. Поэтому шариат поставил условие, по которому продавец должен сказать: «Я продал», а покупатель: «Я купил». Если не сказать этих слов, молча положить деньги и забрать товар, например, машину, недостаточно ли этого? Нет, недостаточно. Это не будет заключением торгового договора. Слова о продаже и покупке нужно произнести обязательно. Почему шариат поставил это условие? Для того, чтобы купля-продажа состоялась по обоюдному согласию. Если они оба скажут слова согласия о продаже и покупке, тогда узнают, что оба они довольны сделкой. Шариат не позволяет совершать куплю-продажу, если оба, продавец и покупатель, не пришли к согласию. В нашем мире торговля имеет огромное значение. Есть множество видов как оптовой, так и розничной торговли. Вопрос в том, что разрешается и что запрещается исламом. Не все, что мы привыкли называть термином «торговля», дозволено мусульманам, особенно сегодня, когда имеет место подмена понятий и распространение сомнительного. Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Сура Корова, аят 275.
Шариат не позволяет продажу и покупку насильно, без согласия сторон. Поэтому к тем, кто слушает, у нас обращение. Если кто-то продает, шариат ставит перед ним условия. Не каждый человек имеет право на продажу, и не каждый имеет право на покупку. На все есть условия шариата. По нему не всякий товар можно продать или купить. Человек, который выходит что-то продать, должен выяснить, имеет ли он право по шариату на торговлю. И человек, который вышел, чтобы купить, должен узнать, имеет ли он право по шариату на покупку товара. Человек говорит: «Я хочу заняться торговлей. Вот то, что я хочу продать или купить, разрешено ли шариатом?» Об этом он должен побеспокоиться и выяснить это для себя. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха. Сура Собрание, аят 10. Торговля торговлей, но верующий не должен забывать о поклонении. Не подобает выполнять какую-либо работу в ущерб религиозным обязанностям. Сегодня один алим не сможет подготовиться и провести в одной проповеди учение об этом. Это нужно выучить так же, как мы учим намаз. Да будет доволен им Аллах. Умар, когда был правителем, не допускал на базар человека, который не был обучен правилам торговли. Неуча выгоняли с базара, потому что он, хотя должен был выучить правила торговли, но не выучил их и пришел на базар. Он мог провести торговлю неправильно. Также и покупатель поступил бы неверно. Поэтому сделка между ними по шариату была бы недействительной. Употреблять продукты, запрещенные из-за неправильной купли-продажи, это харам. Мусульманин знает, что нельзя совершать намаз без омовения. Также он знает, что намаз нужно совершать строго по времени. Также человек, живущий в мире, не может без продажи и покупки. Чтобы узнать, имеет ли он право на это, он должен спросить у того, кто в этом разбирается. Он должен постичь это, научиться этому, чтобы идти по правильному пути. Но купля-продажа заключает в себе большой смысл, и это объяснить двумя словами невозможно. Таким образом, мы постараемся выяснить у наших алимов, какие условия нужно соблюдать продавцу и покупателю. Какие условия существуют для товара. Об этом нужно рассказывать людям, дать им возможность послушать об этом, чтобы любой человек имел об этом представление. Мы постараемся получить знания от наших алимов. Эту работу мы будем проводить. Пусть Всемогущий Аллах даст нам успех в постижении религии и знаний.